Жители Таджикистана собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире. Но почему эту трагедию игнорирует правительство, хотя оно прекрасно о ней знает? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В Таджикистане сейчас только один ребенок с официально подтвержденным диагнозом спинально-мышечная атрофия второго типа. Чтобы его спасти, нужно купить самое дорогое в мире лекарство – Золгензма за $2 миллиона. Спасти ребенка пытаются обычные таджикистанцы. Чуть более чем за 2 месяца им удалось собрать колоссальную сумму для местной благотворительности – $1 миллион. Но до заветной цифры еще очень далеко. Опыт других стран показывает, что без административного ресурса в таких случаях не обойтись. Административный ресурс в Таджикистане пока предпочитает игнорировать историю Сулеймана, о котором знает уже вся страна. Самое страшное в его заболевании то, что она не затрагивает интеллект. Ребенок видит и понимает, как у него отказывают ноги, руки, дыхание. Его родители наблюдают за тем, как малыш постепенно теряет все недавно приобретенные навыки. Научился держать голову, потом перестал. Лепетал, замолчал. Начинал ползать, а теперь лежит. 2-летний Сулеймон, которому весной этого года поставили диагноз спинальная мышечная атрофия второго типа, вместе со своими родителями сейчас проходит весь этот путь. Малыш в свои 6 месяцев уже уверенно сидел, но теперь не может даже голову поднять. А ему все так интересно, он такой любопытный мальчик. Я его подниму, потом, если положу обратно, он сразу плачет, хочет, чтобы я его держала, а он будет смотреть, что вокруг происходит, рассказывает его мама Манижа Азизова. У Сулеймана болезнь начала проявляться, когда ему было 6 месяцев. Теперь от прежнего ребенка остались одни большие любопытные глаза, которым он смотрит на десятки врачей, с которыми постоянно приходится иметь дело. Свои 2 года он не может сидеть, стоять, говорить. Так выглядит спинально-мышечная атрофия второго типа. При этой болезни в организме человека не хватает специального белка, который влияет на крупные нервные клетки, мотонейроны, запускающие работу мышц. Нехватка этого белка поражает все системы организма. Ребенок всю свою, часто недолгую жизнь вынужден лежать в постели. Чтобы как-то его сохранить, требуется серьезная реабилитация, причем при препаратах заменителей белка. Сулеймана на такую реабилитацию возят в Москву. Каждый день мы проводим в клинике около 5 часов. Его заново учат поднимать руки, держать голову, ножки ему выпрямляем. Заказали специальные корсеты, чтобы он мог сидеть и стоять, чтобы чувствовал и знал, что это такое. Потом ходим к логопеду. Эти занятия помогают ему жевать, говорить. Делаем ему массаж с грязевыми аппликациями для мышечного тонуса и токовый массаж. Проходим постоянные осмотры у врача, рассказывает Манижа. Сейчас транснациональную гигантскую фармацевтическую компанию, доходы которой только в 2022 году составили более $50 миллиардов, почти 5 годовых бюджетов Таджикистана, атакуют простые таджикистанцы. Они пишут письма и просят о помощи, просят продавать заветный укол подешевле или хотя бы в рассрочку, отправляют фотографии хорошенького Сулеймана в надежде на то, что в компании жалятся над ребенком. На самом деле в Таджикистане есть еще дети с подобным заболеванием, но оно не диагностировано, ведь многие родители даже не имеют возможности отправить ребенка на обследование. Такая ситуация характерна и для других стран. Но почему государство Таджикистана помочь не желает? Такая ситуация характерна и для других стран. Например, в Казахстане в 2021 году всей страной собирали деньги Золгензму для малыша Эмира. За 4 месяца людям удалось собрать 74% от необходимой суммы, и сборы упали. И тогда оставшуюся сумму внес анонимный благотворитель. Ребенка удалось спасти. В группе «Помощь Сулеймончику» каждый день люди молятся о том, чтобы у ребенка появился такой же благотворитель. Или государство позволило бы использовать свои ресурсы. Например, неравнодушные граждане обращались в Комитет по делам религии с просьбой установить боксы для сбора денег возле городской мечети, но получили отказ. Люди просили представителей государственных телеканалов, у которых большие охваты, показать сюжет о Сулеймоне и объявить сборы. Но официальные медиа сказали, что могут пойти на такой шаг только после указания Комитета по телевидению и радиовещанию. Наконец, Таджикистан мог бы наладить контакт с этой фармацевтической компанией и получить льготы на покупку препаратов. Но ни этих, ни каких-либо других действий со стороны официальных органов не было сделано. Тем временем люди в группе предлагают провести акцию «Добрые бутылочки», суть которого заключается в том, чтобы собирать в городе пластиковые бутылки, сдавать их в пункты приема и таким образом собирать деньги на этот препарат. При этом, чтобы заработать на этой акции $3 нужно собрать с 240 пластиковых бутылок. Но Манижа говорит, что рада любой акции, любому пожертвованию и благодарна каждому, кто помогает ее сыну.
Если бы мы сделали такой укол, например, когда Сулаймону было 3-4 месяца, то он вырос бы обычным ребенком. Сейчас времени очень мало, эта болезнь сильно прогрессирует. Risdiplam поддерживает его, но он продолжает терять навыки, и восстановить их мы не сможем. Золгенсма – это не чудо. Да, состояние улучшится, укол остановит весь процесс, а дальше будет еще долгий путь реабилитации, но Сулаймон останется жив. Под этим видео мы прикрепим все известные нам карточки для сбора с разных стран. Возможно, вы пожелаете помочь ребенку. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.